11-е заседание Государственного совета 6-го созыва объявляется открытым. Льготы, субсидии, компенсации. На 11-м заседании целый блок вопросов депутаты посвятили социальной сфере. Так, например, родителям учеников начальных классов больше не нужно будет тратиться на горячее питание. Теперь это статья расходов государства. С 1 сентября текущего года средства родителей на организацию горячего питания учеников с 1 по 4 класса привлекаться не будут. Мера социальной поддержки сохранится для наших детей, которые обучаются с 5 по 11 классы. Пополнение в семейном бюджете стоит ждать сельским учителям, директорам и их замам. После изменений в законе об образовании они могут компенсировать расходы по ЖКХ. Это коснется более 2000 человек. Ставлю на голосование предложение комитета о принятии в первом чтении в целом представленного законопроекта. До 2022 года продлили действие дифференцированных налоговых ставок, так что в следующем году предприниматели еще смогут применять упрощенку. По оценке депутатов, в целом это поможет сохранить бизнесу республики более миллиарда рублей. Также сегодня сообщили, что границы Казани могут расшириться. 6 участков Матюшинского поселения в Лаишевском районе планируют перенести в ведение столицы. Были проведены публичные слушания, на которых население одобрило изменение границ, приняли положительные заключения. Будет многоэтажное строительство, одноэтажное или какое? Но, по крайней мере, по плану пространственного развития Республики Татарстан, там предполагается развитие спортивного комплекса «Динамо», который сейчас там находится. Планируется, вернее, построить спортивный комплекс «Биатлон». Штрафы за административные правонарушения в области охраны окружающей среды теперь пополнят районные бюджеты. Такое решение, по словам Рустама Минниханова, было принято с расчетом, что средства муниципалитета направят на улучшение экологии. Все это правильно. У нас же оно и так шло. У нас должна быть у муниципалитетов экологическая программа, а министерство должно программу согласовывать. Они должны это все-таки внимательнее работать с нарушителями. Из 30 вопросов, вынесенных на рассмотрение, 1 сняли. Он касался отмены индексации зарплат госслужащих. Президент Татарстана нашел дополнительные средства, чтобы повысить оклады работников госструктур. Я снимаю с рассмотрения вопрос номер 5 по причине изыскания президентом Республики Татарстан Минниханом Рустамом Нургалиевичем дополнительных финансовых средств для индексации заработной платы госслужащим в текущем году. Пандемия и самоизоляция не сбила режим работы депутатов. Подводя итоги полугодия, спикер парламента отметил, связь с гражданами не прерывалась. Более того, обращений стало только больше. Поступило 1916 обращений. На приеме побывали официально принято 72 человека. Граждан традиционно волновали вопросы социальной защиты, деятельность органов госвласти и местного самоуправления, занятости, трудоустройства, ЖКХ, медицинского обслуживания. 36 законов вступили в силу. 4 законодательные инициативы вынесли на федеральный уровень. Впереди изменения в связи с поправками в Конституцию. У нас есть специальный комитет, образованный указом президента по правовым вопросам. Президент указом поручил, чтобы эту проработку все проводили через этот комитет. Это было последнее заседание Госсовета в этом полугодии. Сейчас депутаты уходят в отпуск на 20 дней. Но после их ждет большая работа по приведению в соответствие республиканских законов после принятия поправок в Конституцию. Зарина Ахметова, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. Наша рука помощи вашему бизнесу. Антикризисные предложения. Телефон 843 5 705 100. Көтелмәгән кунак көттөреп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.